Жизнь в отдаленных селах республики, особенно в тех, где отсутствует транспортная логистика, затруднена многими проблемами. Один из таких многострадальных населенных пунктов – село Турукта Ленского района. Там проживают около 100 человек, в основном пенсионеры. Из социальных объектов там функционирует только школа, детский сад, сельский клуб и библиотека. О жизни туруктинцев в материале нашего корреспондента Анны Кожевниковой. Почти в 150 километрах от райцентра в таежной глуши затерялось небольшое село Турухта. Именно затерялось в бездорожье. Добраться до него можно только по реке. Летом по воде, зимой по зимнику. В межсезонье Турухта оторвана от административного поселка. Как сообщил глава района, сегодня отрабатывают несколько вариантов дороги через лес к мосту, который пересекает реку Нюя и ведет к трассе Ленск-Нюя. Я знаю и короткую дорогу, знаю и объездную дорогу. По короткой там очень крутая гора. Да? Если даже летом можно по ней ездить, то зимой это очень опасно для людей. Мы выбрали там на 7 километров дальше дорогу, но там ни одного подъема нет, там спокойная дорога. Но там есть 3 болотистых места небольших. Я думаю, что в этом году мы все на ближайшей сессии деньги на эту цель выделим. Еще одна важная проблема, типичная для сельской местности, касается медицины, вернее, ее отсутствия. У нас в основном в нашей деревне проживают пенсионеры. То есть, не дай бог, несчастный случай, дороги нет, может случиться страшное. У нас есть, конечно, в штате медсестра, но она не фельдшер. Она сейчас в данном времени она находится в декретном отпуске, но иногда она... тратя свое время, она приходит, вот ФАП у нас есть, здание ФАПа, она приходит, продает лекарства. Сегодня в Ленском районе в 2 селах сдали ФАПы. Для Турухты же администрации Нюйского наслега закуплен материал для ремонта ФАПа. Но руководство Ленской ЦРБ ремонтные работы не производит. Еще одна насущная проблема – доставка почты. Почтальон Анна Арефьева постоянно поднимает этот вопрос. Ей сказали, что село маленькое, народу мало, нам невыгодно возить сюда почту вообще. То есть мы почту получаем, допустим, за месяц позже, на 2 недели позже, на 3 недели позже. Ну, естественно, когда весна, паводок, все. Мы сидим вообще без пенсии, без почты. Глава района обещал посодействовать в решении этой проблемы. Подобные ситуации уже возникали в прошлом году в Витиме и Пеледуе, и тоже потребовалось вмешательство местной власти. Еще одна острая проблема в Турухте – это питьевая вода. Ее возят с реки, а в зимнее время взвоз передувает, и водовозка не может подняться в гору. Люди запасаются водой заранее или пилят лед. Но не у всех есть транспорт, да и силы. Пока этот вопрос остается открытым, и жители Турухты просят все уровни власти обратить внимание на их село. Немало проблем и в турухтинской школе, но это отдельная необъятная тема, о которой мы расскажем в следующем материале. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.